Всегда это выходит наши цели за пределы нашей, получается, знаний. Значит, третий ключевой мысль. А чтобы это добиться, что нужно делать? Получается, что когда мы входим за пределы нашей зоны знаний, риск увеличивается. Поскольку риск увеличивается, значит, надо найти таких людей, для кого ваши цели, мечты выходят в их зону безопасности. То есть то, что для меня мечта, для кого-то это естественный образ жизни. Я хочу стать миллиардером, кто-то уже давно миллиардер. Вы хотите стать миллионером, кто-то уже давно миллионер. Вы хотите стать летчиком, кто-то уже летчик. Вы хотите стать чемпионом, кто-то уже чемпион. То есть получается, что вот это очень-очень важная вещь. Мы возвращаемся к тому четвертой ключевой мысли в том, что риск резко уменьшается, если вы найдете профессионала и работаете с профессионалом, или либо учитесь у него. Другим словом, найдите наставника. Я могу уверенно сказать, что с профессионалом работать вы будете страдать. Особенно в начале. С профессионалом работать у вас будет больно. Вам будет много сложностей. У вас будет много разногласий. Вы мучитесь, но зато научитесь. Понимаете? Эта формула везде одинаково работает. Ты мучишься. Ты действительно мучишься. Это реально мучишься. С профессионалом, когда начнешь работать, это конкретное страдание. Это не профессионал тебе не гладит там, ну ладно, потом сделаешь, ну не переживай, ничего там ну ладно, ты хороший парень. Да нет, он тебе не гладит по шерсти, потому что он не хочет, чтобы ты остался неудачником. Поэтому профессионал заставит тебя, внимание, профессионал заставит тебя или наставник заставит тебя делать те вещи, которые ты самостоятельно никогда бы не решил себе делать. Тебе придется делать то, что ты никогда не делал. Никогда. Вот тогда, когда ты начнешь делать то, что ты раньше не делал, или боялся делать, или никогда не был уверен в себе, что делать или нет. Он тебя заставляет это делать. А когда ты это делаешь, что произойдет? Твой вот эта зона, вот эта граница твоих достижений, она расширяется, потому что зона уверенности в себе и зона знаний увеличивается и так далее. А другим словом, ты расширяешь свои стандарты. Это очень здорово помогает. Поэтому найдите себе того, кто профессионал в этом деле, и учитесь у него. Хоть будете мучиться, зато научитесь. Это как раз уменьшает риск. Очень хорошо уменьшает риск. Вот. Риск, заново повторю, в самом человеке, не в бизнесе. Вы можете мне сказать, как может быть риск в человеке, если тут инфляция? Или как может быть риск в человеке, если тут эпидемия, или там что-то, и так далее, и так далее. Да, вы правы. Но если человек профессионал, он разработал бы уже антикризисные программы. Он разработал бы уже план Б, план В, план Д, или как называешь, все равно называю. Но он давным-давно разработал бы план, как в таких ситуациях быть. Ну, никому не секрет, что инфляция будет. Никому не секрет, это уже понятное дело, что будет такое, будет подорожание, могут сырье подорожать, могут поставщик цену поднимать, могут там любые макроэкономические факторы влиять на тебя. Таможенный контроль могут поднимать там ставку, может быть там, не знаю, банк поднимает ставку на кредит или что-то-нибудь и так далее. Всегда товарозаменители появятся у тебя, конкуренция появится, твой клиент станет твоим конкурентом и так далее. Да любой внешний фактор, который на тебя повлияет, она могут остановить твой бизнес. Чтобы бросать бизнес, уйти от бизнеса, таких факторов море. Твои клиенты, которые у тебя покупали, продавали, со временем они становятся чуть-чуть с деньгами, сбогатеют, они станут твоим конкурентом. Да они именно у тебя покупали. Твой сотрудник, который работал у тебя, ты его платил, ты его научил, ты ему показал. Понимаешь, ты все делал для него и были уверены, что наконец-то у тебя появился нормальный кадр, который ты можешь сказать, у меня есть команда, и однажды заявлять тебе, что я хочу уходить.
Вот бизнес, интересный мир. И он говорит, я хочу уйти. А почему? Я хочу там, не знаю, мне лучше приложение или свое хочу открыть. Вот это все неизвестности бизнеса, это все создает риск. Но все эти риски можно управлять. Хочу, чтобы вы поняли. Бизнес – это похоже как хаос. Рынок двигается хаотично. Сам рынок, он двигается хаотично. Вот это хаос в рынке. Везде, там, вот такой. И кто понимает в этом хаосе, как управлять, найти себе место, вот и победит. Рынок – это хаос. А внутри вашей организации, в голове людей тоже хаос, потому что все в движении находится. Постоянно дефицит кадров, постоянно дефицит, иногда порой наличности, оборотные средства и так далее. Это всегда так. Поэтому вот бизнесы побеждает тот, у кого всегда есть мощная стратегия. А под слово стратегия мы подразумеваем, у него есть и А-план, и Б-план, и С-план. Всегда есть. Резервный план всегда должно быть. Но план не для того, чтобы назад убегать. План для того, чтобы другие пути выбрать. То есть цель менять нельзя. Цель никогда менять нельзя. Если вы поняли, что это стратегическая цель. А что такое стратегическая цель? Стратегическая цель – это тот цель, от которого зависит судьба вашего бизнеса. Вот это и есть стратегическая цель. Когда вы понимаете, что вот это стратегическая цель, значит, от этой стратегической цели зависит судьба твоего бизнеса. Поэтому мы его называем стратегической целью. А если ты понял, что вот эта цель обязательно, значит, это стратегическая цель, его надо достигать. Но таким путем не получилось, другой путь подбери, разные пути подбери. Но цель менять нельзя, а пути менять можно. Пути изменить можно, но сам цель изменить никогда нельзя. Почему? Потому что она стратегическая, его надо достигать. Поэтому риск уменьшается, если вы его управляете. Он 100% не исчезнет, 100% никогда не исчезнет. Но он уменьшать можно, риск можно уменьшать. Риск можно управлять, риск можно контролировать путем планирования. Теперь, риск рождается, именно зарождается когда? В этапе планирования. В этапе планирования риск зарождается, а потом растет незаметно. Если вы в этапе планирования без анализа действовали, я уже могу сказать, вы уже допустили ошибку. Если в этапе планирования не то технологию купили, не то, скажем, регион пошли, не тот ассортимент взяли, не тот целевую аудиторию фокусировались, не те кадры попали. И все начинается на этапе планирования. Или выбор. Вот на этапе планирования вы выбираете нишу и так далее. Вот оттуда начинается все потихонечку, и риски начинают расти и так далее. А потом этапе реализации только десятикратно удорожение происходит, десятикратно увеличение стоимости происходит на этапе потом реализации. Поэтому на этапе планирования одно из самых важных вещей. Это риск создает большие риски. Вот. Я тоже был такой. У меня было море ошибки. Почему я столько страдал? На этапе планирования мало уделял время. Я делал эти ошибки. На этапе планирования мало уделял время. А на этапе реализации потом пришлось не бизнесом заниматься, проект реализовать, а заниматься, как разбираться предыдущими недостатками, проблемами. Потом пришлось мне заниматься больше проблемами. Понимаете? Возможно, вы являетесь свидетелем многих людей. Есть огромное количество людей, которые они не бизнесом занимаются. Они не бизнесом занимаются. Они занимаются борьбой со своими обязательствами. То есть брали кредиты, брали там кучу аренды помещений, брали товар под реализацию. Они занимаются, у них уже не бизнес идет, у них идет борьба со своими обязательствами. Бизнес превращался в борьбу. Возможно, вы знаете таких людей. А таких море просто.
Я консультирую каждый день и вижу эти проблемы в уроках и так далее. Почему? Потому что на вот это все нужно сделать так, чтобы те ситуации, которые создают риск, постараться их обходить. Постараться их обходить. Постараться их вообще не использовать. Или обойти их как-то по-другому. Надо найти другие варианты просто. Те вещи, которые создают высокий риск, от них надо обойти. Их надо уходить. Например, большие кредиты, большие обязательства. Это все риск. Риск то есть большие долги перед поставщиками. Это все риск. Может быть, у вас сейчас идет хорошо бизнес, вы берете эти кредиты. Но вы же не знаете, через 2-3 года, 5 лет, как пойдет. Никто вам это не гарантирует. Если у вас нет стратегии корректировка, то есть именно мощная корректировка вашей стратегии, B-план адаптация бизнес-модель к новым условиям, или если вдруг там не так пошел, дополнительный какой-то создание новый другой продукт на рынке и так далее. А если у вас нет гибкость, гибкая команда, гибкий менеджмент, конечно, риск очень будет высокий. Я понимаю, что вы выпускаете вот этот продукт, это услуга. Я понимаю, на это целевая аудитория. Но если вы видите, что у вас большие обязательства, у вас обязательно должно быть еще какие-то там B-плана, C-плана для того, чтобы, а вдруг в этом продукте, в этом произошло изменение, чтобы вы внесли на рынок чего-то новое. Потому что все изменяется. Я скажу ключевой мысль, очень ключевой мысль, мудрый мысль. Все, что поддается изменениям, она никогда не будет стабильным. Все, что поддается изменениям, она никогда не будет стабильным. Так что надо быть готовы к этому. Надо быть готовы к этому. Вот здесь Елена пишет, что но управлять страшновато. Нет. Управлять не страшно. Управлять наоборот. Это, знаете, это вдохновляет, это такой уверенность дает, это такой, знаете, такой сила дает, внутренний дух дает, когда вы начнете это делать. Но когда вы со стороны смотрите, со стороны, это страшно выглядит, со стороны, Елена. А когда начнете управлять, это круто вдохновляет. Вот. А все меняется, рынок меняется, потребители, а вы тоже должны меняться. Когда вы начнете тоже меняться, это вообще круто, это вообще не страшно. Управлять всегда легче, чем страдать, чем стать жертвой. Это управлять всегда легче. Просто нужно иметь план. Заранее надо планировать. Надо иметь план, заранее надо быть готовым к потребностям рынкам и так далее. Вот это очень как раз. Да, вот Анна спрашивает, это как серфинг, наверное. Да, Анна, вы правильно говорите, это есть как серфинг.